Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. 10 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан награждены нагрудным знаком за сотрудничество, за участие в аварийно-спасательной операции в связи с крушением 25 декабря 2024 года вблизи города Актау самолета Embraer 190 авиакомпании Азербайджан Хава Йолары. Награда присвоена им министром Азербайджанской Республики по чрезвычайным ситуациям Кемалидином Гейдаровым. В здании администрации Мангистауской области состоялось вручение нагрудных знаков. В мероприятии приняли участие аким области и его заместители, руководитель областного департамента МЧС Казахстана и его заместители, мэр города Актау, начальник областного департамента Министерства внутренних дел этой страны и его заместители, представители СМИ и другие официальные лица. На мероприятии выступил генеральный консул Айхан Сулейманалы. Он отметил, что казахстанская сторона проявила чуткость к этой трагедии, продемонстрировала высокую оперативность в проведении поисково-спасательной операции сразу после крушения, оказала неотложную медицинскую помощь пострадавшим, непосредственную поддержку в доставке в нашу страну выживших, а также тел погибших граждан Азербайджана. Кроме того, во всех других вопросах, связанных с авиакатастрофой. Айхан Сулейманалы довел до сведения участников мероприятия, что в день авиакатастрофы администрация области установила перед зданием генконсульства несколько столов, на которые были возложены цветочные венки. На стене консульства были написаны лозунги на казахском языке, а жители окрестностей приготовили различные блюда и отправили их в генконсульство в качестве эхсана. Особо было отмечено, что местные жители обратились в больницу и добровольно сдали кровь для переливания крови раненым. Подчеркивалось, что только братский народ может проявить такую солидарность в трудный день. В завершение своего выступления Айхан Сулейманалы от себя лично и от имени нашего государства и народа выразил глубокую признательность губернатору Мангистауской области Нурдаулету Килыбаю, руководителям и сотрудникам силовых структур области, медицинским работникам, представителям братского казахского народа, которые всей душой помогали во время авиакатастрофы, и подчеркнул, что азербайджанский народ никогда не забудет это сострадание братского казахского народа. Затем генеральный консул вручил нагрудные знаки сотрудникам МЧС Казахстана, проявившим мужество и профессионализм при спасении пассажиров разбившегося самолета. В азербайджанском филиале Академии наук Турана, президиум, который находится в Узбекистане, государственному служащему и поэту Мунису Байрамову был вручен диплом действительного члена Академии наук Турана. После исполнения государственного гимна Азербайджана была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и павших за территориальную целостность Азербайджанской республики. Руководитель азербайджанского филиала Академии наук Турана, академик Сабир Тагиев, предоставил обширную информацию о деятельности Академии и его филиала. Говоря о деятельности Муниса Байрамова, нового действительного члена Академии наук Турана, Сабир Тагиев также рассказал о ценности и важности его книги «Тюркун Дастаны. Эпос тюрка». Затем он вручил Мунису Байрамову диплом академика Академии наук Турана, нагрудный значок и удостоверение. Döşümüzden atmakla beraber bir de tebrik edilmesi. Sonra ise bunu her yere aparabilmeyeceksiniz. Lazım gelse bunun vesikası da var belirce yine. Riyaset heyetinin kararı bir məqsədim de var. Her iki ilden bir indi icazə verilmez.
Редактор книги «Тюркун Дастаны. Эпос тюрка», член Совета ветеранов партии «Ени Азербайджан», заслуженный журналист республики Тахир Таисоглу высказал свое мнение об общественно-политической позиции и художественном творчестве Муниса Байрамова. Академики Академии наук Турана дали свое благословение Мунису Байрамову. Другие выступавшие также поздравили нового академика и пожелали ему успехов. Hadireler var. Целая глава написана. Bu eser gelecek nesiller için bir simbol, gelecek nesiller için bir yol. Hem tarihimizi hem benim için kıymetli bir tedbir. Birincisi ona göre bu tedbir Turan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Doğrudan da görmüşəm ki, bu kitab əsl Türkün tarixidir. Yəni bu kitab belə yazılmış kitab deyil. Bu deməkdə məqsədim bəli, təhdid gizalarında bu qoşulda. Birinci Monis müəllimdən bizim tanışlığımızın tarixçəsi çox deyil. Cəmi bir neçə ailə. Mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirdim. Demək, burada məndən qabaq hər şey bu. Мунис Байрамов выразил глубокую благодарность участникам мероприятия за оказанное ему доверие, благословение аксакалов, рекомендации и советы. Siz bizim Azərbaycan millətinin nümayəndəsi olaraq akademik adına layık görüldünüz bu hafta bizim izləyicilərimizə məlumatınız. Сегодня знаменательный день в моей жизни. Президиум Академии наук Турана присвоил мне научную степень. Мы собрались на церемонию ее вручения. Я высоко оцениваю работу и выражаю благодарность руководству Академии наук Турана, лично президенту Академии Хайдарбеку Бабабекову и ее членам. В то же время Сабиру Тагиеву, глава азербайджанского представительства Академии. Я также многим обязан тюркскому миру. Я отметил в своей работе, что тюркский мир – это мир сам по себе, от восхода до заката. Сегодня тюркские страны находятся на пороге объединения и создания великого Турана. Я надеюсь, что так и будет. Потому что жизнь это показывает. Наши национальные особенности являются основой для создания этого единства. Есть Европейский Союз, есть союзы и в других странах. Почему не мы? В этой связи я желаю тысячи благословений великому лидеру Гейдару Алиеву, который создал для нас эту возможность. Я также хотел бы поблагодарить нашего президента Ильхама Алиева за созданные им условия, потому что он не жалеет усилий для создания стабильности в Азербайджане и тюркском мире. Я верю, что наше будущее будет процветающим и счастливым, и что наша молодежь будет воспитываться в этом направлении. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать успехов туранским государствам. Уважаемые телезрители, мой собеседник, генерал-майор в отставке Эльбрус Оруджев. Эльбрус Малим, а сегодняшнее мероприятие, что нам нужно делать, крепче объединяться в тюркском мире? Спасибо большое за такой интересный вопрос. Я хотел бы сказать, что сегодняшнее мероприятие действительно посвящено тому, что мы все свои силы направили на изучение наших исторических корней тюркского народа. И вот, объединяясь под единым знаменем тюркских народов в организации тюркских государств, мы каждый должны стараться, чтобы наше единство укреплялось, и в дальнейшем мы должны приложить все свои силы для того, чтобы тюркские народы жили под мирным небом. Это в первую очередь. Я бы хотел сказать, что после развала Советского Союза, вы знаете, что многие ведущие государства мира были заинтересованы растащить природные ископаемые и те достояния, которые есть в Центральной Азии, в государствах тюркского народа. И, естественно, эти интересы переплетались, чтобы расчленить нас. Но благодаря мудрости наших уважаемых президентов, объединившись под единым началом, и организация тюркских государств сегодня подняли единое знамя. И наше сегодняшнее мероприятие по защите исторических фактов и нашего наследия направлено на то, чтобы мы, как
прекрасно понимающиеся, куда мы идем, чтобы оставили для наших детей, наших потомков мирное небо в едином пространстве тюркских народов. Ваши пожелания через наш телеканал ТВ-15 нашим телезрителям? Я бы хотел обратиться ко всем телезрителям, которые считают себя истинным сыном нашего тюркского народа. Тюркские народы – это единый народ, который на постсоветском пространстве должны сказать свое слово. Вы знаете, на могиле Амир Тимура написаны золотыми словами два слова – «Сила справедливости». Наша сила в нашем единстве и наша справедливости в защите наших исторических ценностей, ценностей нашего народа, тюркского народа. Спасибо большое. Həmin akademiyanın təşkilində də, formalaşmasında da, idarə heyətinin üzvündə də fəal iştirak etmiş vəziyyət olub. В актовом зале постоянного представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике состоялось культурное мероприятие, посвященное 200-летию выдающегося татарского просветителя, ученого, философа, этнографа Каюма Насыри. В представительстве организатором мероприятия выступил Бакинский образовательно-культурный центр Института Каюма Насыри при участии Общества татарских женщин Ак-Калфак Баку, Общественного объединения Татарстан, Общества татарской культуры Тугантель и Татарской общины Азербайджана. Литературно-музыкальное мероприятие открыла руководитель и методист Бакинского центра Каюма Насыри Эльмира Юсифли. Она рассказала о вкладе ученого в науку, литературу, языкознание и этнографию. Далее был продемонстрирован видеоролик о жизни и творчестве Каюма Насыри. Мероприятие продолжилось мини-сценкой «Бишекжере» в исполнении учащихся центра Каюма Насыри и выступлением ансамбля «Ак-Калфак» с музыкальной композицией на тему татарских народных мелодий. Зрители также погрузились в мир философских мыслей, размышлений и наставлений ученого в исполнении взрослых и юных представителей татарской диаспоры Азербайджана. В продолжении вечера прозвучали старинные татарские песни, баяты, притчи, стихи, наставления, мунаджаты и музыкальные композиции в исполнении татарских творческих коллективов «Ак-Калфак», «Лаля», Центр Каюма Насыри, «Тугантель», Общественного объединения Татарстан и Татарской общины Азербайджана. Кроме того, солисты танцевального коллектива «Ялкен» представили татарский национальный танец. В завершении мероприятия все участники и зрители вместе исполнили гимн татарского народа «Тугантель». По окончании литературно-музыкального вечера в вестибюле прошла дегустация чая с добавлением трав душицы, зверобоя, а также татарской выпечки, приготовленной по рецептам из книги Каюма Насыри «Наставление повару». Также в ходе мероприятия в вестибюле представительства зрители смогли ознакомиться с фотовыставкой, посвященной жизни и деятельности Каюма Насыри. Уважаемые телезрители, мы представляем вашему вниманию новую песню, посвященную дружбе между двумя братскими республиками Кыргызстан и Азербайджан, где упоминаются самые достопримечательные места и замечательные личности двух государств. Эту песню о дружбе исполняет народная артистка Азербайджана и Узбекистана, очень известная во всем тюркском мире, Гюлянак Мамедова. Надо отметить, что она часто выступает перед руководством тюркоязычных стран и в разных организационных государственных мероприятиях. Кстати, это не первая
песня, которую она исполняет о Кыргызстане и на кыргызском языке. Скоро другую версию на кыргызском языке в исполнении Гюлайнак Ханым вы увидите в видеоклипе на ваших телеэкранах. Также певица намерена специально приехать в Кыргызстан, чтобы сняться в тех местах, о которых упоминается в ее песнях. Напомним, что автором этой песни является известная журналистка в тюркоязычных странах, заслуженная деятель культуры Кыргызской республики, обладатель, лауреат премии Тюрксой и многочисленных медалей, почетных грамот разных стран, всем вам хорошо известная соавтор передачи «Мост дружбы» на телеканале Хокума Ханым Халилова. Отметим, что она 42 года прожила в Кыргызстане и в честь кыргызского народа посвятила эту песню. Известная журналистка передает привет из солнечного Азербайджана Кыргызстану во главе с президентом Садыром Джапаровым и всему кыргызскому народу и выражает глубокую благодарность. Искренне и от всей души желает процветания всему Кыргызстану и кыргызскому народу. Cennet var Kırgızistan, Kutayında Türk ülkesi, can dostum var Azerbaycan. Türk soyludu, Türk ellidir, dili manasın dilidir. Aytma tovun diyarı, Kurmancan datka edidir. Kan bağı var, sırdaşım var, bir soy var, esirler kadar boyu var, el adeti bir toy var. Ayrılmazdı ebedidir, Azerbaycan Kırgızistan, bir yumruktu tek yürekti, dostluğa sülhe kuvvettir. Sarsılmazdı birliğimiz, Kız kalası, Kojum kulu Koroğlusu, Türk'ün bizi ipek yolu, Isık gölü göy gölü var, sarı ozon sarı çelek, Kırgız çerik kalbimizdir, Alakozu ata değil, Şuşandacıdır düzüm var. Sırdaşı var, bir tarihi bir soyu var, esirler kadar boyu
В ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Баку, в список всемирного наследия организации включены дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки. Во время обсуждения по вопросу включения Шеки в список всемирного наследия ЮНЕСКО было оценено состояние дворца шекинских ханов и исторических объектов города. В завершении обсуждения представленная номинация была принята. На 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в 2017 году в польском Кракове, обсуждалась представленная Азербайджаном номинация «Исторический центр Шеки вместе с дворцом шекинских ханов». В Баку на работе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО участвовали около 2500 представителей более 100 стран, а также различных организаций. Для участия в сессии в Баку прибыли министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, министр культуры и изящных искусств Камбоджи, министры культуры Саудовской Аравии, Узбекистана, Татарстана, Ирака, Болгарии, Пакистана, Канарских островов Испании, Мьянмы, министр образования и туризма Пенджабской провинции Пакистана, министр информации, культуры и туризма Лаоса, министр лесного хозяйства Камеруна, министр туризма и антиквариата Уганды, министр по делам диаспоры Северной Македонии и другие официальные лица. Bozkırlardan gelen benim, Balkanlardan, Kafkaslardan, Urumçi'den esen yedim. Kırgız, Kazak, Uygur benim, Kırım Tatar, Özbek benim. Hey Türkmen, Nogay, Karabağ, Azerbaycan, sevdam benim. Kırgız, Kazak, Uygur benim, Kırım Tatar, Özbek benim. Hey Türkmen, Nogay, Karabağ, Azerbaycan, sevdam benim. Hem Mostar'da tarihimden miras benim. Makedonya, Rumeli'de, Kıbrıs'ta bir sancak benim. Altay, Hazar, Çuvaş benim. Sibir, Tuva, Başkırt benim. Hey Balkan, Sakar, İdil, Ural, Gökubuz'dan kelam benim. Altay, Hazar, Çuvaş benim. Sibir, Tuva, Başkırt benim. Hey Balkan, Sakar, İdil, Ural, Gökubuz'dan kelam benim. Varım benim, Türk'ü hoyrat, ağıt benim, Zeybek halay, horon benim. Hey gökler dedim,
sancak bayrak Anadolu canım benim, doğu benim, batı benim, kuzey benim, güney benim. Hey hep kardeşiz, tek milletiz, ana yurdum Türkiye'm benim. Я доктор Севиль Арифказа Мамедова. Я врач-гинеколог, 20-летним стажем работы. В основном мое направление – это лечение бесплодия, искусственное оплодотворение. Все, что мы делаем в нашей клинике Liv Bonadeye. Sevil Hanım окончила Азербайджанский государственный медицинский университет. Далее прошла интернатуру в Донецком государственном университете имени Горького по специальности акушера-гинеколога. Изучила методы ЭКО во Франции в госпитале под руководством профессора Рене Фридмана. Далее прошла 5-летнее образование в Хачатепе университете в Турции и по окончании получила звание специалиста по специальности хирурга-гинеколога. С 2009 года являлась сотрудником самого передового центра по ЭКО Бахчаче клиника и была учеником профессора Мустафы Бахчаче. Под его руководством работала в Ираке, Турции, Боснии и ряде других стран. Последние 7 лет деятельность сосредоточила в Liv Bonadeye госпитале. За короткий срок провели масштабную работу по внедрению в процесс ЭКО генетической предимплантационной диагностики и благодаря новейшей технологии добились высокой процентности рождения здоровых детей. Севил Ханым, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня нашим телезрителям вы расскажете, чем вы занимаетесь, какие у вас цели и задачи. Пожалуйста. Я являюсь врачом Liv Bonadeye госпиталя. Я врач-гинеколог. Занимаюсь своей специальностью уже 20 лет. Основная часть моей работы – это лечение бесплодия и искусственное оплодотворение. Уже более 20 лет мы дали более 30 тысячам семей радость, дали здоровых детей и продолжаем нашу деятельность дальше. У нас не только искусственное оплодотворение, обычное, стандартное. У нас искусственное оплодотворение плюс генетическое обследование этих эмбрионов. Кому мы это делаем? Мы делаем это семьям, у которых родились уже больные дети с генетическим отклонением, а также семьям, у которых родители носители каких-то генетических отклонений. Мы и им делаем предимплантационное генетическое обследование эмбрионов и дарим им уже здоровых малышей. И они становятся родителями здоровых малышей. Это генетическое обследование не во всех клиниках делается, не во всех лабораториях делается. Наша лаборатория отличается самой высокой технологической частью и оснащенностью отличается. И плюс наша клиника многопрофильная. Если даже у родителей какие-то проблемы вне гинекологии, то, естественно, наши профессиональные врачи тоже помогают нам в этом деле.
Самое неприятное очень дело происходит при заболевании детей. Например, в нашей стране очень сильно развита талассемия, распространена талассемия, болезнь талассемии. И дети, рожденные болезнью талассемии, с помощью ЭКО они избавляются от этой болезни. Как мы находим доноров этим детям уже при ЭКО. Это возможно лечить? Это возможно, во-первых, родить еще одного ребенка, который генетически идентичен больному ребенку. И с помощью этого переносят стволовые клетки этому ребенку. И этим мы излечиваем их от этой талассемии. Плюс у них еще рождается здоровый ребенок. У вас есть гарантия того, что они обязательно будут иметь детей? Кто к вам обращается? После того, как мы проводим обследование больных, не только женщин, также мужчин, потому что в этом деле нам нужны и папа, и мама. После этого мы им говорим про шанс. Какой у них шанс забеременеть, какой у них есть шанс родить здорового ребенка. И уже общаясь с больным, объясняя ситуацию, мы говорим, кому-то говорим 1%. Есть шанс. Кому-то предупреждаете? Да, обязательно. Не у всех получается. И не во всех клиниках у всех получается. Но наша статистика является самой лучшей в нашем городе, в Азербайджане. И как во всех странах, во всех статистических данных по ЭКО, 60% является высокой планкой. Мы эту планку держим. Вы сказали, уже 20 лет в этой сфере. За 20 лет, наверное, у вас есть такие грамоты. У нас, да. Наша деятельность, моя деятельность не только в Азербайджане. Моя деятельность, мы и в Ираке работали. Там тоже у нас очень много детей. У нас очень много детей и в Турции. Наша больница является какой-то частью, наша больница является частью ЛИВ-сетей, как во всех других странах этого госпиталя больным даются самые квалифицированные методы лечения, то же самое происходит и у нас. Наша больница является самой большой в стране, самой оснащенной и многопрофильной. Особенности этой больницы, да? Да. Те методы и методы диагностики и лечения, которые проводятся у нас лично в искусственном оплодотворении, они практикуются и в других зарубежных странах, таких как в Европе, как и в Америке. И мы ничем не отличаемся по положительным результатам. Вы еще других иностранных или рядных государственных, соседних государств обращались к вам? У нас не только своих граждан лечим, мы лечим также и гостей нашей страны. И вот недавно мы скоро поедем в страны, соседние страны. Первым долгом мы Кыргызстан, Узбекистан. У нас очень много больных обращаются оттуда. И чтобы они не приезжали, не тратились, мы едем туда. Мы едем, чтобы они почаще могли нас видеть. Очень тяжело ехать в другую страну, получать квалифицированную медицинскую помощь. И поэтому мы едем, обследуем больных там, в этих странах. И после того, как уже все обговорится, когда мы уже решим, как лечить, и мы больных приглашаем сюда. Вы сказали, поедете скоро в Кыргызстан. Почему именно Кыргызстан? Почему выбрали Кыргызстан? Потому что наши страны дружат, наш народ дружит. И очень много оттуда больных к нам обращаются. И поэтому первым долгом мы решили ехать туда, в Кыргызстан. Какие у вас конкретные цели, задачи в этой сфере? По максимуму дать правильное направление больным, которые годами ждут ребенка и страдают от бесплодия, а также направить их на правильное лечение.
и, естественно, обследовать больных, которые обращаются к нам оттуда. Воспользуясь случаем, вы поедете в Кыргызстан, но уже перед чем вы приехали, ваши, наверное, поздравления или пожелания, наверное, передадите, правильно, через наше телевидение? Да, естественно, я всем жителям Кыргызстана, также соседние регионы, а также зрителям ТВ-15 передаю большой-большой привет. И мы ждем вас на наши исследования, обследования. Приходите, не стесняйтесь, не бойтесь. Все, что возможно, мы вам сделаем. Мы поможем вам избавиться от этого нехорошего слова бесплодия. И дадим вам малышей, дадим радость в дом. Как раз вы дарите родителям детей долгожданных. Какое чувство вы в этом переживаете? Бывает иногда, что работа тяжелая, и иногда думаю, что не хочешь этим делом заниматься, но когда видишь, что люди 20 лет, 25 лет ждут малыша, и ты даришь им детскую улыбку, даришь им этого малыша, и ты видишь, как меняются судьбы этих людей, меняется жизнь у этих людей, меняется взгляд у этих людей. И это уже большое дело. Укрепляется семья. Да, семья. Многие говорят, что дети – это не важное звено, но мне кажется, что дети – это самое, мне кажется, большое звено, которое объединяет, и это же составляющая полноценной семьи.